день, дорогие друзья! Сегодня кочующий музей из Якутии представляет вашему вниманию арт-встречу с якутским мастером-изготовителем струнно-смычковых музыкальных инструментов, импровизатором, виртуозом и автором этнических композиций Русланом Прокопьевичем Габышевым. Родился Руслан Прокопьевич в 1963 году в Центральной Якутии. Он с детства был увлечен музыкой, но, как это часто бывает, выбрал совершенно другую специальность, оставив место музыки в закромах души своей. В молодости Руслан, как и многие другие его ровесники, любил петь и музицировать под гитару. Со временем к нему пришло понимание, что массовая культура – это, конечно же, хорошо, это, конечно же, увлекательно, что гитара – инструмент, конечно, удобный, мобильный, но все же идентификация себя как представителя тюркской культуры заставила переоценить свое музыкальное мышление. Вначале он искал источник звука и нашел его. Сама природа, окружающая среда располагали и подсказали. Источником звука стал пучок конского хвоста. Это очень символично. Одним из верховных божеств народа Саха является Чжигы, бог-покровитель лошадей. Кроме того, он наделяет людей талантом и мастерством. Как появилась первая поющая струна в других древних цивилизациях? Мифология разных цивилизаций повествует, что арфу или цитру с шелковыми струнами подарили человеку. Кто? Боги. Это красиво, конечно. Но реалии куда более суровые. Первая струна – это натянутая тетива охотничьего или боевого лука. Теперь попрошу Руслана показать его инструмент ох-са-гым. Thank you.
Прокопьевич подготовит еще один способ исполнения, с современными эффектами, с эффектами наложения звуков друг на друга. После триумфального выступления Руслана Габышева в Казани на Международном фестивале новой музыки Европа-Азия дирижер и композитор из Нидерландов Эд Ван Донген и композитор и профессор Папского университета Перу Марко Антонио Манзини в один голос сказали: «Это инструмент наших предков, зовет нас еще древнее туда, откуда люди пришли. Это настолько важно, звуком напомнить, откуда мы родом. Это несет особую силу».
это перформанс. В любой момент вы можете подойти к музыканту, задавать интересующие вас вопросы, или можете просто подвинуть свои стулья, чтобы быть поближе к музыканту, поближе к его музыке. Руслан неоднократно ездил на фестивале этнической музыки в Казахстан вместе с основателем нашего музея, кандидатом исторических наук Аизой Петровной Решетниковой. И каждый раз публика оставалась восторженной. И вот что говорил доктор философских наук из Казахстана Аспанов. Наше знакомство с Русланом Габышевым, который сам изготовил самый древний музыкальный инструмент народа Саха и на нем играет виртуозно, вызвал в нашем размышлении более широкую панораму древней, той самой сокровенной архетипно-ментальной сокровищницы тюркских, а если подумать более внимательно, то многих других народов мира. Народ Саха может этим гордиться законно. Признание придет. Оно придет по мере того, как будет признано их музыкальное творчество настоящими ценителями и знатоками истинной духовно-ментальной культуры человечества. Все это дело, как я думаю, недалекого будущего. Следующую композицию Руслан Прокопьевич назвал «Сотворение мироздания». Вспомните, что было в начале сотворения мира. В начале было Слово, а в данном контексте в начале был звук. Затем мир постепенно обретает знакомые очертания, и так до появления мамонтов.
якутской мифологии центром мироздания является мировое древо. Оно имеет 3 уровня, как символ триединства мира. На кроне дерева обитает пантеон богов. На уровне стебля расстилается срединный мир, мир людей, а корнями древа уходит в нижний мир. Кто там может обитать? Итак, в исполнении автора послушаем звуки нижнего мира. Инструменты Руслана Габышева вызывают большой интерес не только у жителей нашей республики, но и специалистов России и братских стран. Известные казахские, тувинские инструментоведы, исполнители высоко оценивают творчество Руслана Прокопьевича Габышева и отмечают, что именно в этих инструментах возродились архаичные звуки времен наших братьев, великие этносные
наследство. Если вы эту струну из деку, из кожи поменяете, изменится самобытный звук. Здесь заложены звуки ваших и наших общих предков. Какое счастье, что именно у вас появился инструмент с таким архаичным самобытным звуком. Такой эксперимент много где хотели сделать, но не получилось. Вот такие теплые и восторженные слова от своих коллег-музыкантов, мастеров, музыковедов из Казахстана, Чувашии, Азербайджана услышал Руслан Габышев после своего выступления на авторских инструментах в Казахстане. Итак, тюркские мотивы на ох-хомуга. Варганный способ исполнительства.
уж устроено человечество, что иногда наш покой и мирное существование нарушаются теми или иными обстоятельствами. Человек всегда проявлял героизм в борьбе с темными силами, будь то нашествие врагов, будь то природные катаклизмы, и славно воспевал свой героизм в иносказательной форме в своих эпосах. В прошлом году в нашей республике бушевали пожары. Мы буквально задыхались. Ежегодно в Якутии целые поселения смывают паводком. Как человек, выросший и живущий в гармонии с природой, Руслан Габышев не мог пройти мимо темы экологической катастрофы. И следующая композиция – это его сочувствие погибающей природе, его музыкальная рефлексия нарушений целостности мироздания.
За черной полосой всегда идет белая полоса. В следующей композиции Руслан Прокопьевич Габышев передает восстановление природы. А здесь птицы, пение птиц олицетворяют покой и радость в срединном мире. Есть в якутском жизненном укладе великолепная традиция, пришедшая к нам из глубины веков. Это обряд благословления – алгыс. По сей день в каждой якутской семье принято встречать и провожать редких гостей алгысом. Ни одно мероприятие в нашей республике, причем любого уровня мероприятия, не проходит без древнего обряда алгыс. Чтобы наиболее достоверно передать певческую манеру алгыса, называемую кылыса, посредством струнного инструмента, Руслан Прокопьевич возродил древнейший инструмент, о существовании которого доселе старики передавали из уст в уста. Сейчас прозвучит алгыс от лица духов земли, которые воспевают ее великолепие.
бесконечный круговорот. Круг танца означает единение и мир, а сухо сопровождается пением. Один запевает, а остальные участники дружно повторяют его хором. Условно Асухая разделяется на 3 части. Зачин, приглашение к танцу, основной раздел танец с шагом и кульминация танец с прыжками. Иногда люди в запевах Асухая Руслана Габышева слышат даже слова, даже разбирают определенный текст. Но, конечно, это происходит в подсознании каждого. Ну а теперь, дорогие гости, вы можете задавать вопросы нашему исполнителю, нашему мастеру. Здравствуйте. Во-первых, большое спасибо, что посетили северную нашу столицу и подарили частичку нашей республики нам, проживающим здесь. И вопрос, когда вы начали заниматься народным творчеством и изготовлением таких наших... Это, получается, наши традиционные, да, музыкальные инструменты? Я начал заниматься в 2012 годах. И сперва так любительски занимался дома. Потом участвовал в конкурсе Александра Ивановича Чахова. Вот там уже ко мне подошли образованные преподаватели, люди подошли, Аиза Петровна Решетникова, Анна Томская вот рядом сидит. Вот с тех пор началось изготовление. Сейчас Анна может рассказывать. Ой, добрый день. Я просто киваю. Если он с 12 года начал изготавливать, прошло 10 лет, и он играет свой первый сольный концерт в величавом мраморном зале Российского этнографического музея. Мы счастливы. Действительно, мы с ним познакомились в 2013 году, и с тех пор, с 2014 года, он стал работать по рекомендации Аизы Петровны Решетниковой, основателя музея музыки и фольклора народов Якутии. Это очень значимо, что именно с этим музеем мы приехали в рамках проекта программы «Кочующий музей». Да? Это очень значимо, потому что мы начинали именно с этим музеем работу над воссозданием, возрождением этого инструментария. Если кому интересно, я могу немножко рассказать, что до 60-х годов 20 века действительно наши мастера делали, некоторые делали инструменты вот именно со струнами из конских волос. Но из-за того, что инструмент не очень звучал, он очень струны капризные, все тогда говорили, лопались, да, вот что-то не выходило. Но по моему, я сама думаю, что тогда мастера работали только сами. Они где-то один мастер играет, и никто не подхватывал. Рядом с ними не было музыкантов.
1961 году состоялась первая выставка в Якутии народных мастеров. Все мастера привезли инструменты свои. Были тогда, вот, как я уже сказала, инструменты и с такими струнами. Но тогда комиссия решила, что на таких инструментах невозможно играть в национальном оркестре. Тогда речь шла о создании именно оркестра национального. И тогда решили, что инструменты не будем мы создавать, как велосипед, если создан, уже придумать не будем, мы тоже ничего придумывать. И взяли за эталон народный оркестр русский, как и во всех республиках тогда Советского Союза. И с тех пор 1963 года впервые зазвучал оркестр якутский народный. В 1993 году образовался первый профессиональный оркестр. Мы тоже играем на стилизованном инструментах якутских, да, со струнами металлическими. Есть струны у нас, как у Домр, как у Балалая, да. И вот в 2014-2013 году тоже так символично, на 63-й, 93-й, и потом 13 год встречаемся с Русланом Прокопьевичем. Это был месяц март, а уже в мае мы выиграли грант Министерства культуры, а было так. Спасибо, Руслан Прокопьевич. Ага. Значит, Андрей Савич тогда был министром, Борисов пригласил нас к себе, я не знаю, Иза Петровна, как всегда, где? А мы попали к нему на прием. Тогда с нами был первый наш композитор Захар Константинович Степанов, Руслан Прокопьевич, Александр Иванович Чахов, о котором сейчас он говорил, это мастер, который работал всю свою жизнь над инструментарием, он искал, он изготавливал. И человек, который работал всю жизнь над инструментарием, тогда на приеме, ну, четвертой была я, тогда на приеме у министра он сказал, мы больше 60 лет искали этот звук. И, наконец, при нашей жизни появился тот самый мастер, который нашел именно это звучание. Я всегда везде говорю, что мы счастливы, что в наш век появился Руслан Габышев. Сахаджол говорит. И что еще сказать? Да, ну с первых лет, вот, с первых дней создания с нами работает Марьям Шамаева, это музыковед. То есть мы работаем все вместе, мастера, исполнители и музыковед. Да, и у нас концепция развития мы сделали этого инструмента, создали школу игры инструмента, как играть, да, даже для тех, кто не знаком с музыкальной грамотой. Наверное, если здесь в зале есть музыканты, они немножко, я могу сказать, что у нас строй уже у Сахаларга там не только там эти, да, секунды, есть между секундами у нас еще четвертоновые, даже меньше, чем четвертона. И вот этот интервал именно дает инструмент со струнами из комсит-баус. Потому он говорит на сахалы, потому он поет сахалы, да, и вот благодаря этому человеку я благодарю. Спасибо за концерт, очень прекрасно. Я специально приехала послушать именно вот концерт Руслана с национальными якутскими инструментами. Но я хочу сказать, что Руслан не ограничивается только якутскими музыкальными инструментами. Когда-то я была у юкагиров в Нелемном, и там мне дедушка, юкагир Шалугин Василий Гаврилович, рассказала, что у юкагиров был старинный музыкальный инструмент, который представлял из себя доску, на которую вертикально ставили оленей рог с 3 развилками. Такой инструмент никто не видел, сами юкагиры его не видели. Вот ни одной фотографии не было. А Изе Петровне я рассказала об этом, и что вы думаете? Она нашла Руслана, она ему вот это рассказала примерно, и был сделан инструмент. Было несколько вариаций, потом мы приглашали женщин из ансамбля, который называется «Колымчанка», они живут в Якутске, и они вот, играя на этом инструменте, им это все понравилось, и теперь благодаря Руслану этот инструмент вошел в жизнь. Им интересуются теперь и сами юкагиры там на Колыме, и делают ему заказы. Я думаю, мы еще дальше будем работать с Русланом. Большое спасибо.
И дай Бог вам здоровья, чтобы вы вот так вот помогали всем народам. Я думаю, что эвенки и эвены тоже найдут свои старинные музыкальные инструменты, и будет оркестр народных инструментов народов Якутии. Спасибо. Детская арфа, у него есть слуховой концерт, русский концерт. Вот у нас Формоса, который он сейчас играл, да, Окса, Кылах, Крымпа, да. Да, он помощник, у него даже есть тюряк гитары, из шерсти он сделал гитару, ну вообще человек из Финляндии очень много делает, он думает, он ночами. И я хочу сказать, конечно, в этом зале поблагодарить еще жену Руслана Прокофьевича, красавицу, умницу Марию Николаевну, потому что, имея только такую жену, Руслан работает вдвое, да, вдохновлен. Ночами он создает, как Мария рассказывает, будет послушать, у меня закончился, послушай, вот так они работают. Уважаемые земляки, дорогие якутцы, Руслан Прокофьевич, огромное спасибо за замечательное выступление. Я первый раз услышал вас 14 числа на открытии выставки. Дал послушать записи своей супруги Ольги Михайловны. И вот сегодня мы вдвоем пришли специально еще раз послушать вашу музыку, космическую, волшебную. Действительно, мы услышали звуки и скрипки, и контрабаса, и виолончели, и синтезатора, и якутских народных инструментов, и вообще ваше пение. Все это настолько необычно, настолько оригинально, органично, и мы даже вот всплакнули, у меня просто мороз по коже. Спасибо, это высокое действительно искусство. Дай Бог вам здоровья и дальнейших творческих успехов. Особенно хочу поблагодарить, значит, вот руководство музея, Марию Ильиничну, Аизу Петровну за замечательный проект, вот эту программу, которую вы привезли. И действительно, она вот каждый день, к сожалению, наш рабочий график не позволяет присутствовать на всех мероприятиях, но 24-го мы постараемся быть на Эсэхе, обязательно, это вот святое, да, вот. А то, что привезли такую программу, 14-го были и Тоюк, и Огохай, и самопение, и национальные костюмы. В общем, представлен широкий спектр. Сегодня мы видели эвенов моих дорогих родных из Березовки, родины Василия Афанасьевича Робика. Они привезли мне дорогую книгу «Долганский словарь», которую я составил, долго ждал, вот, лежит в пакете. В общем, настолько все это трогательно, настолько это замечательно, что нет просто слов, одни эмоции. Поэтому огромное спасибо. Ну и, естественно, руководству Российского этнографического музея, потому что такой великолепный мраморный зал предоставляется не каждому коллективу, не каждый раз. И в этом году, в год столетия нашей родной Якутской автономной Советской Социалистической Республики, откуда родом все мы, да, это действительно огромный подарок города Санкт-Петербурга, нашей республики, нам, якутянам. И спасибо вам еще раз огромное. Александр Александрович, я хочу дополнить, впервые вы услышали нас, мы приезжали, мы работаем, являемся артистами Национального театра танца имени Сергея Зюева-Квилла, артистами Национального оркестра, и мы в мае были с гастролями здесь, на Эрмитажном театре. Именно звуки Руслана Прокофьевича открывали, и мы сидели все богами, да, вот все играли на его инструментах, мы открывали спектакль «Дети белого солнца». Вот именно созвучание его инструментов, созвучание его руками, да, вот то, что он сами исполнил. Открылся этот балет, который, спектакль тоже, который очень такой, тут, мы успешно показали в Санкт-Петербурге. Дорогие друзья, наша встреча подошла к концу. Давайте еще раз поблагодарим Руслана Прокофьевича Габышева.